Так, салам алейкум. Приветствую всех. Прием, прием. Как видно, как слышно. Аслан, привет, ватные хроники. Привет, ватные хроники. Так, слышно меня, видно меня, да, я так понимаю? Слышно, видно. Отлично, Магомед, Рамазан Магомедов. Приветствую, Влад Князев. Витаю, Димас Полищук. Поздно? Сейчас скажу, почему поздно. Сегодня у нас закончился... Так, видно меня, слышно, оборвалось что-то, виснет. Так, все отлично. Хусейн Ахмедович, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам. Аслан, Украина на связи, Александр. Приветствую, Александр, приветствую, Украина. Так, я начал говорить, почему я так сегодня поздно, потому что сегодня закончился месяц Рамадан, и я хотел поздравить всех, сам покушать, ну и с хорошим настроением выйти на связь. Поэтому с сегодняшнего дня уже будем выходить, как обычно, в 21:00 по Берлину в эфир. Так что все будет хорошо. Сейчас я хотел бы обратиться на чеченском языке. Во-первых, сперва на русском всех мусульман, кто не знает чеченского языка, поздравить с праздником окончания месяца, священного месяца Рамадан. Всех сил вам, благ, дай Бог, чтобы в следующем году мы смогли, нам хватило и здоровья, и сил также встретить Рамадан. Ночь аллерсу марнаш обал дуэль масера хаган мели яз дуэль и дохшара каба даста иман мокшал дюнал дуэль масерна юхшара Аллах дал вайн пурам дуэль мокш меш вай меш махка хармар рибут ишт мар обал шдагаушан. Так, перейдем от официальной части к нашей обычной части. Так, салам маршал ду гюмс коштар абут айр, говорит. Маршал хуйль айр. Так, Израиль с вами, говорит Князев. Приветствую, Израиль. Сестер, Ид Аль-Фитр, пусть Аллах примет от нас и от вас, простит наши грехи и примет все благие деяния. Ва алейкум салам, спасибо, присоединяюсь. Привет, Житомир, погода жарко, но без дождя, говорит Гена Смык. Приветствую, Житомир. Так, поехали дальше. Так, у нас опять зависло, нет? Зависло? Нет, все нормально. Так, Андрей Русский. Слышали, в Москве толпа кавказцев убили русского парня за то, что он заступиться хотел. Да-да-да, слышали. Это тот, который из ЧВК «Вагнер», который ездил убивать сирийских женщин и детей. Потом по привычке подумал, что он у себя в Москве то же самое может сделать. И нарвался на ребят, которые дали отпор. Два магазина из травмата, да, как и положено убийцы. Первый применил оружие. И в целях самообороны, как я слышал. Так, опять зависло, да? Так, вернулись. Лагает, да, лагает, видео тормозит. Ну ничего страшного, будем потихоньку справляться. Короче говоря, вот так, из ЧВК Вагнера, убийцу из ЧВК Вагнера убили. Поехали дальше. Нет, я не знаю, как фамилия этого Руслана. Ватные хроники, Дедусик ТВ. Аслан, как вы относитесь к Виктору Цою? Скорее всего, про него слышно. Опять лагает, виснет. Лагает и виснет, лагает и виснет. Так, связь появилась у нас? Так, по-моему, появилась связь. Виктора Цоя знаю. Даже, я знаете, когда я поступил в университет Санкт-Петербургский,
Там был один молодой человек, чеченец, который сбежал из дома, отпустил волосы, как у Виктора Цоя, и там тусил с местными рокерами, пел песни Виктора Цоя. О нем ходили слухи про этого чеченца. Я его сам лично не видел, но о нем ходили слухи. Приезжали родственники, искали его, но Виктор Цой жив и не сдавался. Не знаю, что потом дальше с ним стало. Виктор Цоя помним, знаем. Как вы относитесь? Ну, как отношусь? Виктор Цой, хороший певец. Алюминиевые огурцы, там, если есть в кармане пачка сигарет и билет на самолет с серебристым крылом, наверное, все это знают. Так, Влад Рутов. Аслан, с огромным уважением к тебе. Скажи, пожалуйста, про то, что Борис Немцов собрал 1 000 000 подписей против войны в Чечне. Это было в середине 90-х. Да, это было в первую войну. Борис Немцов, да, собирал подписи. Было такое дело. Так, Ичкери Лайф. У меня в одного лагает видео. Нет, Ичкери Лайф, не у тебя. У меня тоже виснет. Maybe, откуда, куда ни посмотришь, везде кавказцы толпой ходят. Откуда они берут? Эти, что делать? Ваши граждане. Чего такое? Ничего страшного, кавказцы, терпите. Учитесь у кавказцев. Между прочим, столкновение кавказцев в Москве с россиянами, да, с местными, да, с понаехавшими из других регионов в Москву, это столкновение, некоторые называют столкновение культур. Не совсем верно, это столкновение культуры с бескультурием. Да? Кавказская культура не может терпеть бескультурие. Из-за этого возникают конфликты. Причем кавказцы находятся в намного худшем положении, чем русские, что касается полиции, что касается отношения местного населения. Поэтому кавказцы в основном первые не лезут. Ну, когда к ним лезут, они, конечно же, всегда защищают свою культуру. Но это по моему личному опыту. Я очень много прожил в Москве, очень долго прожил в Москве и знаю, о чем говорю. Так, я так перемотаю, господа, чуть-чуть. Так, Джахар Дудаев. Убедительная просьба, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Совершенно верно. Вильный народ переможет. В эти минуты под зданием МВД Украины в Киеве проходит акция. Люди требуют справедливого наказания 2 полицейским, которые в состоянии алкогольного опьянения подстрелили 5-летнего Кирилла. Парень умер. Ужас. Ужас, конечно. Freedom Fighter. Аслан, знаешь, что тебя не хватает? Галстук. Я загрузил твое видео, очень круто, но не хватает галстука, это мое мнение. Ну, я в домашней обстановке. Зачем галстук? И так жарко, поэтому галстук пока не нужен. Галга. Есть такие кавказцы, которым до культуры далеко. Ну, есть, конечно, и такие. Ну, больше всего они, наверное, обрусевшие кавказцы. Сын Адама, его зам Руслан жил в Австрии, но после не знаю. Я не знаю сына Адама его. Так, Эдуард Мамедов, как обычно, за донатом. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Авакян в отставку. Так, это, наверное, Авакян, это Аваков. Ага. Так, Лев Аллах, Ид Мубарик, поздравляю всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан. Присоединяюсь, поздравляю всех. Так, не дома, я имею в виду на те роликах, о которых ты делаешь. Ну я вот один только ролик сделал, то, что я вот обращался по поводу митинга. Ну, посмотрим. Так, сделаем, и с этим сделаем, как его, с галстуком. Так, Ичкерия Лайф. Не забывайте про акцию против лжи и депортации. 8 июня в Берлине в 14:00 перед Бранденбургскими воротами. Не забывайте. Кстати, очень много просмотров было, очень много позитивных комментариев. Я надеюсь, вы все придете. Все национальности, все религии, все, вне зависимости.
не без каких-либо различий. Так, сенатора Аслан, что делать с теми кавказцами, которые говорят русский, нам братский народ? Ну, пускай живут с русскими, как братский народ. Ну, почему же? Пускай живут. Так, Аслан, обязательно проведи митинг. Голова. Ну, будет, да, Мулла, он будет. Да, Мулла, много людей собираются прийти. И знаете, кстати говоря, тем, кто меня смотрит, и скажите всем, у кого проблемы, и скоро предстоит суд по миграционным делам. Если вы придете на этот митинг, пофотографируетесь там, донесете до судьи, по какому поводу мы собирались, о чем мы говорили. Мы зачитаем резолюцию, которую я здесь выкладывал, на Фейсбуке выкладывал, везде распространял. И там мы тоже зачитаем эту резолюцию, которую мы приняли в Вене, так называемую Венскую резолюцию. И это очень будет способствовать для получения позитива. Да? На это судья очень как бы хорошо на это реагирует и на это очень внимательно на это очень обращает внимание. Поэтому приглашаю всех, кому предстоит суд, кому предстоит доказывать то, что их преследуют за их политические, религиозные и иные взгляды по иным причинам, по национальному, религиозному признаку. Вы не должны, не обязательно это выкладывать в интернет, конечно. Вы можете пофоткать на свой телефон и в суде уже для судьи это все предоставить. Я знаю, что это очень сильно влияет на решение, принимаемое судьей. Мага. Ты видел выступление Попа, владыка, какой-то кричал, типа, чеченцев с Европы надо гасить. Нет, не видел. Да, конечно, вы просто не представляете, чеченцы, кавказцы, украинцы, все, кто здесь живет, особенно вот мы, кавказцы, которые здесь живем, вы не представляете, какую большую угрозу мы им несем. Потому что если мы, конечно, собираемся, да, реализовываться, и становиться такой, единицей, да, политической единицей, да, правовой единицей, скажем так. Потому что вот сейчас Россия делает все возможное, чтобы развалить Европейский Союз, чтобы к власти пришли правые. Правые в первую очередь занимаются ксенофобией, чеченофобией и так далее, кавказофобией. Ну, всех под одну гребенку, да, чеченцами называют. Для чего это делается? Для того, чтобы избежать ответственности, которая неминуемо постигнет Путина и его преступную банду, военное и политическое руководство России. Конечно же, она не постигнет, если мы не будем ничего делать, потому что они делают очень многое для того, чтобы это не постигло. Почему, вы думаете, нам показывают вот на протяжении уже 10-20 лет цветущую Чечню, там красивый город, там туристическая Мекка, разные вот этот свой бред и потемкинские деревни. Почему не показывают Ростовскую область, Архангельскую область, Саратовскую область? Они любят нас больше, чем русских, живущих в Саратове? Нет. Вот, задайтесь вопросом. Это делается для того, чтобы показать, что тот геноцид, который над нами совершен, он забыт. Да? Если против вас совершено преступление, и вы не требуете сатисфакции, восстановления справедливости по этому поводу, то, соответственно, да, на любое преступление должно быть подано заявление. Если этого заявления нет, если мы об этом не говорим, то никаких вопросов нет. И здесь мы, находясь, да, мы сейчас немного, надо признать, так как против нас ведется сучья война, против наших родственников, против тех, нашего народа, который находится в заложниках, мы немного, скажем прямо, молчим, да, не будем выбирать грубые слова, молчим, да. И из-за того, что мы молчим, это не вечно.
И они сейчас пока чувствуют себя свободно. Как только мы перестанем молчать, как только мы поймем, что мы можем отстаивать свои права, мы можем защищать свое право, да, да, на жизнь, на свободу, на здоровье, на суверенитет, то мы потихоньку, вот чем сейчас я занимаюсь, да, мы создадим гражданское общество, и вот тогда это будет реальная угроза. Когда мы осознаем, насколько, да, у нас сила, насколько у нас мощь, это не преувеличение, честное слово, это абсолютная правда. И как только мы соберемся, мы поймем, что эти митинги имеют значение, но их надо проводить правильно. Не просто собраться и уйти, а требовать, выходить с конкретным требованием. Вышел на митинг, заявил какое-нибудь требование, написал это требование, разослал эти требования. И ждешь продолжения этого. И как только мы это начнем делать, вот эти все Лавровы, все разные их министры, разные там президенты их, Шариков, они поймут, что здесь им не рады, да, здесь они не смогут покупать там, например, недвижимость и вкладывать деньги, да, они здесь уважаемые люди. Например, Лужков, который живет где-то там в Австрии, скупил там, вложил миллиарды там долларов, который украл у россиян, между прочим, россияне, это вас касается, который призывал, называл нас там гнездом там бандитизма и терроризма, да, чеченцев, там, нарушал права чеченцев в Москве, лично мои права нарушал Лужков. И тут он живет отлично, Кох Альфред, да, Алик, абсолютно русский человек, абсолютно ватный человек, абсолютно ничего немецкого в нем нет. И этот человек тоже вкладывает деньги, здесь тут его приглашают, какой-то он тут аналитик, какой-то эксперт, и вот такого плана. И вот для того, чтобы мы им здесь не мешали, так как, что бы они ни говорили, Европа, европейский, западный мир и западная цивилизация для них очень привлекательна и необходима. Потому что отсюда нужны технологии, сюда они вкладывают деньги, они уже вложили огромное количество денег. И тут мы, как бельмо в глазу, да, появляемся и говорим: стоп, господа, вы что тут, вы тут уже себя тут нормальными людьми считаете? И только лишь назвав их преступниками и соучастниками геноцида, а мы подали заявление, как мы все знаем, и у нас будет в конце июня марш за верховенство права. В Международный уголовный суд мы подали заявление. Как только это дело примется к производству, все, эти люди находятся уже, а я буду ходатайствовать, чтобы многие фамилии, которые принимали участие в геноциде, в соучастии, подстрекательстве к геноциду, да, это тоже является. В праве есть 4 субъектности преступления, да. Подстрекатель — это самый такой легкий вид, но он тоже является, несет уголовную ответственность. Точно так же, как соучастник несет. Если я опять лагает. Бабай. Так. Так, давайте сейчас опять виснет, сбивается, ну ничего страшного. Поэтому мы должны объединиться и доносить, что мы не являемся никакими экстремистами. Да, да, и для этого мы должны объединяться и очень много делать. Так, что я еще хотел сказать? По поводу того, что я в своем обращении говорил исламист, да, исламисты говорил. Исламист — это значит фашист, нацист, это крайние формы, да, это религиозный фашист, исламист. Я именно это имел в виду. Тот человек, который находится тут в Европе, пришел здесь, просил убежища, мусульманин, и не только мусульманин, но если мусульманин должен соблюдать договор, с кем бы он его ни заключил, не имеет ведь значения, да, мусульманин или христианин, или кто бы он ни был. Если ты заключил договор, значит ты должен соблюдать с ним договор, который заключил. То
мы не являемся исламистами. Если мы были исламистами, мы бы уехали бы в ИГИЛ, да, допустим. Мы бы не приехали бы в Европу. И, кстати, тоже очень важный момент, который надо отметить. Да, нас называют там разными исламистами, там, ну, очень опасными радикалами и так далее. Ну, сотни людей уехало из Европы, да, в том числе из Германии, воевать в Сирию. И как бы они ненавидят там весь мир, неверных и так далее. Да? Вроде бы так это все преподносится. Но возникает вопрос, почему они уехали воевать в Сирию, если они ненавидят весь мир? Почему они тогда здесь не могли? Да? Они, многие погибли там, уехали. Возникает вопрос, почему они уехали тогда туда, они убивали здесь, да, вокруг там соседи есть, другие есть, да? Именно потому, что у них не являются не мусульмане их врагами. Это подмена понятий. Они ехали сражаться против несправедливости, а не против немусульман. Из христианской страны ведь уехали, да, отсюда, и туда уехали. И многие там уехали, чтобы умереть, погибнуть, да, за справедливость, как они это понимают. Хотя, когда их родина в огне, в опасности, не следовало никуда ехать. Но это уже другая история. Вот именно вот эти моменты, вот эти тонкие моменты, когда нас ну, занимаются подменой понятий и хотят сказать, что мы являемся какими-то радикалами. Ну и мы, когда долго называют, мы начинаем, ну да, может быть, мы там являемся там радикалами. Они не едут ни в Сирию, они ничего не делают. Они просто сидят и пишут вот эти антисемитские, антихристианские и как бы за мусульманские, хотя на самом деле антимусульманские там посты они пишут. Поэтому вот в этом, да, ситуация, что мы не являемся экстремистами и исламистами. И вот один момент, который, для чего это делается? Для того, чтобы нами уже запугали, Россия нами очень сильно запугала, и тем, в том числе немцев, европейцев, что мы не передаемся, поддаемся какому-то воспитанию, да, мы что-то не понимаем. И что мы не интегрируемся в общество. Мы очень хорошо интегрируемся, да, и некоторые, кто не понимают, да, что такое интеграция и что такое ассимиляция, тоже стоит пояснить. Ассимиляция – это растворение в этом обществе. Немцы никогда не говорят растворяться. Они говорят интегрироваться. Интегрирование – это наведение мостов между двумя нашими культурами, между двумя нашими мирами, между нашими двумя культурами. Поэтому мы очень хорошо интегрируемся, мы очень хорошо, мы, конечно же, не ассимилируемся, и мы уважаем закон страны, в которой пребываем, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому хотел бы вот пояснить по поводу исламистов и так далее. И, между прочим, ни одного террористического акта ни в Германии, ни на территории Европейского Союза, совершенный чеченцами или кавказцами, я не слышал. Был сейчас в Берлине, там судят одного парня, дагестанца, как бы подозреваемый, как бы это что-то. Ну, я также могу утверждать, что это может быть, и возможно, это чуть-чуть, ну, суд решит, конечно, что там есть, но, возможно, они там, его там, он как мог психически быть нездоровым, также он мог быть и подбит, да, склонен извечным террористом ФСБ России. Это так. Но я знаю, что тут в Германии на самую известную футбольную команду Дортмунд-Боруссия тройной взрыв совершил русский Сергей В. И об этом почему-то не говорят. И не говорят. Я знаю, что на Донбассе, в Луганске воюют, отсюда едут русские немцы, так называемые, по факту просто притворившиеся немцами, приехавшие сюда, едут защищать русский мир. Племянник Киселева был недавно осужден
за то, что принимал участие в этой террористической организации против суверенного государства Украины. Поэтому и их почему-то никто не преследует, да, их не называют опасными, русских я имею в виду, да. И в чем причина? В том, что против русских не ведется такая работа России, а против нас ведется. И в том, что русские, которые, мы-то первая волна здесь, которая находимся беженцев, мы не владеем языком, мы не владеем знаниями, мы не владеем законами. А русские, которые здесь пораньше приехали, да, под видом русских немцев, хотя среди них, конечно же, есть и немцы, они владеют, и они, во-первых, уже давно здесь, они знают язык, ну не все, конечно, но тоже знают язык, знают законы. Вот наша беда, вот к чему мы должны готовиться. Мы должны уметь защищать свои права. Ну так, я уже много поговорил, давайте, это все будем и на митинге обсуждать, и там будем разговаривать по поводу всего этого. Давайте сейчас поговорим, поотвечаем на ваши вопросы. Так, Аслан, проведи митинг по-любому. Придут трусы или нет, сам один проведи. Потом все подтянутся по-любому. Да нет, трусы Алла. Есть разные причины, есть разные причины есть по этому поводу. И мы знаем, что у нас дома большие проблемы, если кто-то придет. Но я специально не говорил ни про Путина, ни про Кадырова, когда сделал свое обращение, чтобы люди не боялись прийти, да, мы просто тут защищаем свои права. Кто придет, тот может сказать, что вот я пришел, чтобы защитить свои права. И в этом нет ничего постыдного, и ничего в этом страшного нет. И самое главное, еще надо понять, что мы должны всячески, как только мы можем, да, напоминать всем, что страх это наш главный враг. Нам нечего бояться. Мы не бандиты, мы не преступники. Поэтому понимайте, что мы не бандиты, и исходите из этого. Да? Сколько бы нас ни называли бандитами, мы не являемся бандитами. Так. Леон Лев, там будут еще эфиры с иностранскими политиками? Да, конечно, будут. Я просто физически не успеваю. Надо, конечно, со всеми поговорить. И еще будут американцы, другие уже американцы. Также будут и наши. Также будет Саид Магомедом Хачукаевым скоро. Тоже никак не можем собраться и поговорить. И много с кем будет. Просто мне нужна помощь. Я не справляюсь сам. Просто слишком много забирает это времени. Чингисхан, Путин взорвет дом где-нибудь в Европе, а потом скажет чеченский след. Ну, конечно, это он вполне может сделать. Причем он может задействовать каких-нибудь дурачков, которые будут ему в этом помогать, а потом останутся козлами отпущения. И я надеюсь, что это будут не чеченцы, не кавказцы и не мусульмане. Придется ему, надеюсь, он не найдет таких дурачков. Марат Харт, как нам очистить Германию от русских? Никак. Русские здесь есть очень порядочные, очень нормальные, поэтому очистить не надо. Очищать не надо. Так, Ичкерия Лев, не забывайте про акцию против лжи и депортации 8 июня в Берлине в 14:00 перед Бранденбургскими воротами. Не забывайте. Маждада, ассаламу алейкум, аслам. Марнаш обал дуэль хаган камелиас дуэль. Ва алейкум салам маждад. Де рейс хуэль масейда дуэль. Марнаш обал хаган камелиас дуэль. Так, Леч Альтман. Из Гуллам 8 июня йох гулч ю исамя дел эту большу. Дел рейс хуэль Леч Альтман. Лунный свет. Пропаганда, на которую Россия тратит огромные деньги, делает свое дело. И мы должны всеми силами и способами противостоять этому. Нам нужна победа в борьбе за умы людей. Совершенно верно. Гена Смык. Не лезь в дом соседа с своим уставом. Не трогай между огорода и будет дружба. Правильно.
Карл Горвальд. Наша молодежь, поверив арабской пропаганде, уехала умирать за арабов на Ближний Восток, а арабы миллионами ломанулись в Европу, и большинство из них молодые парни. Да, ну арабы тоже воюют, так тоже, но нашим ехать, конечно же, не стоит категорически никому. У нас хуже положение, чем в оккупированной Ичкерии нету нигде. Ни в Европе, ни в мире, мне кажется. Разве что сейчас в Китае притесняют. Так, я перемотаю, господа. Ассаламу алейкум, асаля марнаш обал дуэльва, говорит Чечен Нохчу. Ва алейкум салам, амин. Так, ватные хроники, Дедусик ТВ. Как вы относитесь к русскому блогеру Белый Ноябрь? Я такого первый раз слышу, ватные хроники. Анатолий Камашко. Аслан, Украина летит в бездну. Изе Ленин, держи руля. Нет, Изе Ленин, держи руля. Нет, я так не думаю. Украина не летит в бездну, не надо нагнетать. Все очень отлично. Я считаю, что Украина сделала провела демократические выборы, и все будет у нас отлично. Так, да, здесь не ссорьтесь, пожалуйста, давайте, чтобы без бана. Будем банить вне зависимости от заслуг, как говорится, и медалей. Будем банить всех, кто будет ругаться и материться. Панкиси Джорджия, Эль Мубарак. Спасибо, Панкиси Джорджия. Так, ватные хроники, Дедусик. Этот блогер был у Фархада, который оскорбил мусульман. Нет, я не знаю. Я не знаю. Гена Смык. Я украинец, родился в Крыму, женат на русской. С Иркутска ругаемся, когда теща между нами влазит. Миримся без тещи. Понятно. Так, Руслан Керимов. Аслан, откуда взялась цифра жертв 300 тысяч и 42 тысячи детей? Кто их считал? Мы считали. Наше руководство об этом. У нас государство есть, если вы не помните, да, и мы считали, ведем учет, ведется учет, более 250, около 300 тысяч погибло, 42 тысячи детей погибло, 26 тысяч незаконно осужденных у нас находилось, потихоньку уходит, кто-то умирает, кого-то убивают в тюрьмах, в русских концлагерях. Мы считаем. Не верить же российской лживой пропаганде, правильно? Тем более своих граждан мы считаем, и своих ополченцев считаем, и своих граждан считаем. Мы ведем учет. И финансовый учет мы ведем. Да, это пока не все подсчитано, но будем все подсчитывать. Так. Роберт Мут, Аслан, твоих близких когда покажут на ЧГТРК? Ведь это неизбежно в Кадыровской Чечне. Роберт Мут, а ты ждешь, чтобы их показали, да? Мои родственники, мои родители живут тут. Здесь, в Германии живут. И я об этом говорил много раз. Я не жил в Чечне уже много лет. Я с 95-го года уехал из Чечни и практически не поддерживаю. Сейчас вообще не поддерживаю. А еще когда был в Москве, редко, когда кто-то ко мне приезжал, или проездом бывал в Москве, я поддерживал отношения. И редко бывал в Чечне, так как мои родители живут здесь, в Европе. Я прилетал сюда, в Германию, но в Чечню редко ездил. Поэтому им, наверное, некого там взять, чтобы... Меня уже, наверное, и не помнят внешне, я уже подрос. Я когда уезжал из дома, мне было 18 лет. Ну, я думаю, они тебя услышат и, наверное, примут это твое пожелание к сведению. Так, Абу Умар Шишани. Аслан, ты в курсе, что 5 числа делают депорты в Гамбурге и в Лейпциге? Нет, я не в курсе. И очень плохо, что я вот сейчас только об этом узнаю. Очень плохо, что мы молчим, Абу Умар Шишани. Мы не должны молчать. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Мы молчим, мы не должны давать этого делать. Если можешь, Абу Умар Шишани, напиши мне на e-mail, в описании к этому видео он имеется, кого депортируют, кто депортирует, ну в Лейпциге ты говоришь, сколько семей, кого депортируют и так далее. И при всем при этом надо понимать, что депортировать за
запретить депортировать некоторых людей мы не можем. Да, требовать запретить-то мы и так ничего не можем. Но даже требовать не депортировать некоторых лиц мы не можем. Например, здесь есть такая категория, как клопообразные, да, предатели, которые работают на Россию. Они не кадыровцы, мы их неправильно называем. Это россияне, это прорусские, они за русских. Вот этих людей нужно депортировать. Потом есть люди, которые приезжают и боятся рассказать, что им угрожает опасность. Мы не можем их никак защитить. Если человек не говорит, что ему угрожает опасность, даже немецким властям, как мы можем защитить? Потом есть люди, которые приезжают и ставят там в Инстаграме там лайки там кадыровским и так далее, тем самым нанося вред нам здесь. Потом есть люди, которые приезжают, им реально никто не угрожает. Да, положение очень тяжелое, и каждый имеет право выехать из Чечни, потому что там не соблюдаются вообще никакие права. Но опять же, мы должны понимать, что мы должны определиться. Мы чеченцы-то мы чеченцы. Ну какие мы чеченцы? Мы граждане Ичкерии или граждане России? Одно из двух. Если мы россияне, то извините, мы не можем, да, делать. Так что вот так вот. Так, давайте я тут перейду дальше. Аслан, неужели Европа снова закроет глаза на преступления России и примет обратно их в пассет? Так делают выбор между ценностями, свободой и деньгами. Лунный свет спрашивает. Совершенно верно, совершенно верно. Запад, мир, вообще мир очень лицемерен. Очень лицемерен. Но мы должны об этом говорить и доносить. Так, простой парень, я тебя сейчас заблокирую, временно исключу из обсуждения. Нельзя такие вещи писать и говорить. Поэтому, да, мир лицемерен. И мы здесь должны о себе заявить и какое-то место под солнцем себе занять, да, чтобы это международное право. Не надо смотреть, что они делают, да, а надо делать так, как нам разрешает право, да. Мы должны, неважно на чьей стороне сила, важно на чьей стороне право, сказал как-то Виктор Гюго. Мы должны понимать, что это право, мы тоже имеем на него, оно международное право, и мы должны всячески способствовать тому, чтобы это право соблюдалось, да, не по букве, а и по духу тоже. Так, Марат Хард, Аслан, как бы нам избавиться от Коха? Что надо делать, чтобы его депортировали из Германии? Ну, я не знаю, Марат Хард. Во-первых, мы должны, конечно, предоставить какие-то доказательства того, что он работает на Путина. А он работает на Путина, я в этом абсолютно убежден. Это раз. Во-вторых, мы должны всячески, есть вот ролик, у меня есть, там есть другие его ролики, где он там призывает не разговаривать с чеченцами, мол, у нас вот такой менталитет, что мы ни в бизнесе, нигде даже не разговариваем. Но это чисто фашистское просто высказывание, чисто русско-фашистское высказывание. Человек говорит, что мы вообще не разговариваем ни с кем, мы сразу там применяем силу. Ну, это просто издевательство, да, над нами. И он призывает решать с нами вопрос только силовым способом. Причем он ссылается там, ну, евреи меня поймут, Израиль меня поймет, сравнивая нас там с палестинскими там террористами, с Хамас или там, кто там у них еще есть. И, видимо, он еврейскому какому-то каналу дает это интервью. И как бы расположение хочет евреев заслужить. И, ну, этот человек мерзавец и лжец. Более того, потом этот человек заявляет, что что в Чечне, в Ингушетии, Чечне и Ингушетии проживало миллион, да, откуда столько там миллион набралось, миллион русскоязычных,
которых либо выгнали, либо вырезали, да, мы, и отобрали все имущество. Тоже наглая ложь. На это надо, конечно же, его привлекать. Для этого мы подали в Международный уголовный суд Гааги. Я обязательно буду ходатайствовать, чтобы этот мерзавец оказался в списке, в одном из списков. В одном из списков, ну, в этом списке вот этих преступников. Что мы можем сделать нашими силами, не имея доказательства, да, что вот Путин его прислал, и они там где-то втихаря встречаются, переписываются, и он тут ведет такую деятельность, он такой весь диссидент, диссидент, который уничтожил свободу слова, диссидент, который знал, что Путин взрывал дома в Москве, так как НТВ это озвучило, и именно из-за этого канал Гусинского был уничтожен вот этим Альфредом Кохом. Не знать об этом не мог только идиот тогда. А Кох, который занимался именно знал ведь, за что он мочит, да, НТВ, он об этом прекрасно знал. И он рассказывает, что с нами не надо вести переговоров, нас всех надо уничтожать. Поэтому вот такие вот дела. Что мы можем сделать по поводу Коха и ему подобных? Мы можем доносить информацию. Мы можем записывать видео по этому поводу, делать фото, хэштеги, распространять, дискредитировать его, говорить правду, но только правду. Если мы начнем там угрожать ему, да, как раз он этого требует, он говорит, что вот там моего друга Бориса Немцова убили, там и так далее, он у себя пишет. И на меня он как бы за заявление, говорит, написал, пускай выяснит, на что он тут живет и там и на каком основании он здесь находится. Этот мерзавец чисто по-ментовски такой, есть заявление, есть же, как говорят наши братья, есть же, он заявляет, что на каком основании я тут живу, там, да? У тебя прописка есть, еще спросил бы, да, как в Москве обычно мусора спрашивали, позорные мусора, вот это чистый мусор, чистый мент. И мы должны всячески, во-первых, не угрожать, потому что ему это нужно, так как угрожаем мы, это просто лафа. Все, тут чеченские террористы угрожают диссиденту, который против Путина. Это просто, просто он будет тут. Ему еще охрану дадут, понимаете? Поэтому ни в коем случае тот, кто будет ему угрожать, тот наносит нам вред. Категорически, я просто призываю, категорически запрещаю всем, кто это говорит, ни в коем случае ему не угрожать. Во-первых, это всего лишь болтовня будет тот, кто угрожает, да, а во-вторых, это он этого не заслуживает. Мы в правовом поле находимся, у нас есть договор с немцами, мы не можем никому угрожать, мы можем делать только в рамках закона, даже самым маленьким. Так что вот так вот. Мы можем рассказывать о том, что вот он призывал нас убивать, и он является пособником геноцида, и он является подстрекателем к геноциду граждан Ичкерии. Вот все, что мы можем делать. И везде об этом говорить. Конечно, было бы хорошо, если собралась бы какая-нибудь группа молодых людей, поехала бы в его город, и с плакатами, где он живет, там прошлись, да, может, там погоняют нас, там еще кого-то, что-то. Но если мы самоорганизуемся, если мы гражданское общество, я готов возглавить, я готов присоединиться, я готов стать в самый конец этой кампании, вперед стать, без разницы. Но это надо делать, это надо организовываться и доказывать. Это огромная сила, вы не представляете это, насколько это мощно, да, заявить, что человек, который инвестирует экономику Германии, строит дома, является соучастником и подстрекателем геноцида. Задумайтесь. Кто будет из немцев, которые просто геноцид, который творили нацисты, категорически отвергает? Кто будет покупать вот у такого мерзавца квартиры? А он уже построил дома, и никак, пока ему немцы не дают разрешения, начать продавать. Вот, мы можем нанести ему колоссальный финансовый ущерб. Просто только сказав о нем правду. А если мы скажем ему, мы тебя убьем, там и так далее, хотя тот, кто тут напишет, что мы убьем, никогда его не убьет. Но тот, кто это напишет, даст повод ему получить там защиту гражданства. Плюс, это полностью нас дискредитирует, что намного важнее. Даже смерть вот этого выродка,
прошу прощения за выражение, вот этого мерзавца, его смерть, она не стоит того, чтобы нас дискредитировать. Мы должны соблюдать договор, который мы заключили с немцами. White Wolf. Ассаламу алейкум, Асан. Что теперь будет с Абу Бакром, парень, которого ампутировали ногу? White Wolf. Ва алейкум салам. Я не знаю про этого парня. Что с ним случилось? В смысле ногу ампутировали? За что ему ногу ампутировали? Так. Джахар Дудаев. Убедительная просьба. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, дальше поехали. Влад Князев. Мусульмане никогда не будут убивать людей, но защищать себя имеют право. То и было в Ичкерии в 94-м и последующие годы. Совершенно верно, Влад Князев. Каждый народ имеет право. Каждый народ имеет право на свою защиту. Это прописано в Конституции всех государств, самых демократичных и самых гуманных стран мира. Это наше законное право, в том числе и вооруженно защищать свое право, свою страну. Так же, как у русских сегодня есть законное право на вооруженное восстание против узурпатора власти, против КГБшной хунты, которая захватила власть. Понимаете? А то, что нас там уже начали много лет называть террористами, бандитами, ну это подмена понятий, опять же. Так, поехали дальше, господа. Казахстан будет свободным, ЖТРУ. Да, иншаллах, Казахстан будет свободным, ЖТРУ. Все народы будут свободны, говорит Влад Князев. Да, дай Бог, Влад Князев, дай Бог будет свободным. Миша Кот. Краснодарского блогера чуть не убили, и скорее всего это мусора. А что это за блогер? Почему я ничего не слышал, Миша Кот? ЖТРУ. Народ Казахстана устал от вор султана Аслана. Да, тоже это КГБшники. Советский Союз развалился, они уселись на власти. И ошибка была всех, и казахов, и украинцев, и русских, которые не свергли, и грузин, потом грузины исправились, сейчас только украинцы исправились. Саакашвили там прогнал Шеварднадзе и так далее. Узбекистан, Таджикистан, там все старые КГБшники сидят у власти. Да? Они власть не отпустили, власть КГБ сохранилась. Не было никакого СССР, было КГБСР, КГБСР, Комитет госбезопасности союзных республик это был. И вот эти люди тоже у власти находятся. И в Казахстане очень долго засиделся, вот, в России то же самое. Так, Атахан Дудаев. Ассаламу алейкум, Аслан. Правда ли, что то, что наших земляков, депортированных в Российскую Федерацию, продаются одним силовым структурам, другим, как и так, кто больше заплатит, как рабов? Знаешь что-нибудь об этом? Да, Атахан, ты писал об этом, я тебе отвечал. Вот, Ичкерия Лайв, это мой ник был. Ва алейкум салам. Я об этом не слышал. Если у тебя есть факты, конечно же, они нам нужны. Мы это все должны доносить. Так, Султан Эдильханов. Ичкерия, вот это было государство. Совершенно верно, оно было и есть. Оно временно оккупировано. Ничего не изменилось, ничего. Право это не то, что нам кто-то может дать. Право это то, что у нас никто не может забрать. Наше государство существует. И сколько бы лет оно не было оккупировано, это не значит, что оно перестало существовать. Мы вернемся в свою свободную страну, мы деоккупируем, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть. Но мы должны объединиться и понимать, к чему мы идем. Германия объединилась не силой оружия, да? Израиль получил государственность не силой оружия. И таких примеров огромное количество. Мы воевали, как и полагается, мы доказали, что мы нация, народ, что мы имеем право на свое государство. Весь мир в этом убедился. В этом мире нет ни одного государства, которое заслуживает больше, чем мы, эту государственность. Ни одного. Я не знаю ни одного примера такой доблестной битвы за свою независимость на протяжении 3-4 веков. И такого вот, и последняя наша битва на глазах всего мирового сообщества. Поэтому
мы имеем право, оно у нас есть, и мы обязательно вернемся к этому. Так, ассаламу алейкум, Капланов. Ассаламу алейкум, что за тема про этого деятеля? Так, это не мне. Миша Кот, это недавно случилось, поэтому пока не слышал. Я тоже не слышал. Так, White Wolf, его застрелил мент Кадырова. Я не слышал об этом, я не слышал. Так, все для победы. Аслан, телевещание нужно открыть и вещать программы, освещать все про Чечню, Кавказ. Хорошая идея. Надо освещать, конечно, надо освещать. Есть радио Маршу на чеченском языке. Вот надо, знаете, кто дает, подаешь инициативу, да, предлагаешь, действуй. Вперед. Есть интернет, YouTube, открывайте, действуйте. Время изменилось, все по-другому стало. У нас есть теперь возможность доносить свое мнение. Пускай оно будет ошибочное, пускай оно будет не очень грамотное. Я тоже не претендую на там журналистские какие-то лавры и там какую-то там способность там красиво излагать. Но есть возможность сейчас излагать это, и мы должны это доносить. Конечно, это надо делать правильно. Потом Россия стала токсичной в мире, не рукопожатной в мире, и никогда это уже не изменится. Вопрос России уже решен окончательно. Время, только вопрос времени это. Вне зависимости, применит он ядерное оружие, никогда в жизни они не применят. Это дешевые понты, дешевый вот этот Шариков понтуется. И ничего не применит. Да, может применить там против Украины, может куда-то, но против Америки не попрет. Так. Маждада, Аслан, человек, который не стремится построить свое государство, болен, даже опасен для общества. Ну, не знаю, спорное утверждение, конечно, Маждад. Не будем обобщать всех. Поэтому не будем. Так, иншаллах, Ичкерия есть и будет, Султан Эдельханов. Да, совершенно верно, Султан. Ассаламу алейкум. Валлахи, братья, дрались на смерть за свободу в горах годами, десятилетиями. Да, валлахи, это правда. Валлахи. И вы не представляете, я просто удивляюсь нашей пассивности вот на сегодняшний день. Ситуация в корне изменилась. Мы по инерции пока молчим. Мы когда взорвемся, да, когда мы раз и проявим себя. Здесь в Европе огромное количество нас. Да, если я один здесь там сижу, там 2, 3, 5 нас здесь будет, 20 здесь будет. Наших родственников будут пытать, нас здесь будут пытаться убить, там, дискредитировать, еще что-то сделать. Но, а если нас будет огромное количество, если нас будет 1000 человек, 10 тысяч человек, 50 тысяч человек. Вы помните, как мы выходили на митинги, когда был Джохар Дудаев жив? Вы помните это? Именно поэтому Запад обращал на это внимание, потому что это механизм демократии. Когда люди выходят на митинг, и это видно, вот именно для этого проводить надо эти митинги. Это все простые вещи, элементарные, я не знаю, почему это надо объяснять. Почему кадыровцы проводят, там, путинцы, да, россияне проводят эти митинги, сгоняют людей, над ними все смеются, насильно заставляют. Это затраты денег, физические, умственные их, там, какой у них там имеется ум, это затраты. Для чего они это делают? Показать, что в Чечне все супер. Понимаете? И мы должны здесь собраться, мы здесь свободные люди, мы должны собраться и показать, что не все супер, все отвратительно, все хуже, чем где бы то ни было. Мы должны это доказать. Вот для чего мы делаем. И да, сразу, когда мы выйдем на митинг, сразу там ничего не произойдет за один раз. Но мы должны выходить, показать. Вот выйдем мы сегодня, 8, например, июня, соберется нас там 1000 человек. И я смогу уже, да, я в какие-то организации пишу, заявляю, говорю, я могу ссылаться на этот митинг. Другие смогут на этот митинг ссылаться. Я пригласил туда журналистов. Туда придут разные люди, разных конфессий и национальностей. И все эти люди увидят. Мы это сделаем ролики, распространим, покажем,
что у нас дома кто-то выступит, много людей выступят на этом митинге. С разных стран туда приедут люди. И мы должны это доносить. Это простые вещи. Вы посмотрите, для чего они это делают. Там, в Чечне, в оккупированной Чечне это делают. Именно для того, чтобы показать, что у нас здесь, что у них там все хорошо и народ поддерживает. Именно из-за того, что в 95-6 году, даже во время войны, мы выходили на митинг, нас Запад поддерживал. Потому что это такая структура, это такое, так работает демократия, так они живут, они в это верят. Мы должны в это тоже поверить, если мы хотим обратиться к ним, просить у них помощи. А мы у них просим помощи, мы пришли сюда и здесь просим помощи, защитить нас, помочь нам и так далее. Это все простые вещи, мы должны это все понять и прийти к этому, осознать это. Если нас увидит 1000 человек, никто не будет нас, они будут с нами считаться, там, в Чечне будут здесь с нами считаться. Понимаете? И им придется на нас ресурсы больше тратить там и так далее. Так, я перемотаю чуть-чуть. Эла даймо. Валлахи вайсам цадулла цац халак дирдуай. Если мы не проснемся, говорит, по одному нас уничтожат. Совершенно верно. Совершенно верно, Эла. То же самое происходило. Знаете, я вспоминаю вот такую историю, когда монголы, монгольское ханство, иго, нашествие напало на халифат, да, если я могу где-то ошибиться. Было такое время, когда надо было, мусульмане были очень там униженном, тяжелом состоянии. Так вот, монгол мог подойти, сказать мусульманину, стой здесь, пойти за кинжалом, за саблей своей, вернуться и отсечь ему голову, отрубить ему голову. И мусульманин стоял, ждал. И я задумался, вот когда выдавали Аслана Индиева, да, человек больной, мне до слез было жалко, да, я не мог, это для меня очень было тяжело видеть, как его отдавали. И завтра его отдают, и те люди, которые занимались его делом, начали писать, завтра отдает Словакия, там это делает, то все. Уже когда завтра наступает, все, завтра уже ты уже ничего не изменишь. Или как мне звонят с аэропорта и говорят, меня уже везут в аэропорт. Что мы сделаем, когда тебя в аэропорт везут? Надо об этом кричать, надо об этом доносить. Если не он кричит, все вокруг должны об этом кричать. И вот вижу комментарий, завтра удают Аслана Индиева там и так далее. И внизу комментарий, дуададис, должны молиться. И я вспомнил вот этот случай, вот, который мне рассказывали про то время, когда монгол стоял, мусульманин стоял, монгол шел за саблей, приходил и отрубал ему голову. Я абсолютно уверен, что этот мусульманин стоял и тоже делал дуа, молился Богу. Но кроме того, чтобы молиться Богу, надо еще делать причины. И Аслана Индиева тоже нужно было делать причины. Прийти на митинг, и там тоже надо делать дуа. Конечно, к Богу надо обращаться. Бог может, только Бог нам может помочь в нашей ситуации. Но если мы не будем делать причины, Бог не будет нам помогать. Вот я помню, мы в таком же сейчас положении находимся. Нас по одному выдергивают в Чечню. Виновен, невиновен, без суда и следствия. Там могут убить. Пытки это однозначно. Не имеют права выдавать человека, если он может подвергнуться пыткам. Все, кто попадает в Россию, чеченский, вот именно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, все подвергаются пыткам. Я со всей ответственностью это заявляю. Не те, конечно, всех, кого депортируют, но тех, кого вот им они нужны, да, кто-то брат погиб, кто-то сам принимал участие и так далее. Надо делать дуа, но надо делать эти дуа, делая причины. И каждый, кто из нас молчит, повинен это. И еще очень важный момент. У нас есть много людей, у которых погибли родственники, у кого погибли сыновья, у кого погибли братья, у кого погибли отцы, мужья и так далее.
Я не понимаю, почему молчите вы. Это, это просто невероятно. Когда вы сюда выехали, мы же должны говорить, ну что еще может больше случиться, кроме убитого твоего брата, сына, отца, мужа? Ну что, мы должны все об этом говорить. Мы должны проснуться, мы должны стать гражданским обществом. Или мы россияне. Я лично не россиянин и никогда им не буду. Нам давали насильно паспорта. Мне дали российский паспорт, у меня был советский паспорт. Мне дали российский паспорт в отделении Санкт-Петербургской полиции, где меня жестоко избили начальник уголовного розыска Александр Александрович неужели? Ну, у меня записано. И его заместитель. Мне порвали паспорта. И мне тогда выдали российский паспорт. Они порвали мой студенческий, зачетную книжку, порвали мой паспорт. И мне там же, потом я там писал жалобы, возмущался, и мне выдали в Санкт-Петербурге, уже выдано Санкт-Петербургским городом Санкт-Петербургом, мне выдали паспорт там. Не забирать на военную службу во время оккупации, не выдавать свои документы. Они не имели права. Это нарушение международного права. И нас насильно заставляли выдавать. Мы не являемся россиянами. Мы не юридически, мы никогда не входили в Россию, в Российскую Федерацию. Мы вышли из Советского Союза в 90-м году на правах Союзной Республики из РСФСР и стали 16-й Союзной Республикой, как и там Татарстан, Башкортостан. И после развала Советского Союза мы на правах Союзной Республики вышли из Советского Союза. Никогда мы не входили в Россию, в Российскую Федерацию. И никогда туда больше не войдем. Иншаллах. Так, я перемотаю, господа. Так, Виктор Цой. Я работаю на ФСБ, если против скажу, меня убьют. Но я знаю, как работаю, не могу сказать правду. Ну, говори, не стесняйся. Беги от них. Ты работаешь на дьявола. Свингемак. Так. У меня было только советское свидетельство о рождении, и то записан украинец, рожденный в Крыму. Ну, видишь, мы точно так же были. Ну, сейчас Донецкий, Луганский сейчас выдают, в Крыму сейчас выдают паспорта, вот новые паспорта, что нарушает международное право. Чечен Нохчи, надо признаться самому себе, нам, чеченцам, имеющим статус беженца, что в большинстве своем проявляем пассивность. Имеется в виду, что не выходим на митинги или же выходим в малом количестве. Да, совершенно верно. Ассаламу алейкум. Я много пропустил, говорит война. Да, мы уже больше часа говорим. Я хотел бы сказать по поводу Европа, внутреннее дело России, да, наша тема, которая сегодняшняя будет. В 94 году Джохар Дудаев сказал, что если Европа считает Чечня внутреннее дело, согласно с тезисом Чечня внутреннее дело России, то настанет время, что Европа станет внутренним делом России. Мало кто знает, что внутреннее дело, вот этот термин был использован соратником Сталина, Лаврентием Берия в 1944 году, когда нас выселяли, чеченцев и ингушей. Когда мир опять озаботился, Берия сказал, что перемещение внутри народа, внутри Советского Союза, это внутреннее дело СССР. Именно поэтому нас не просто вот так выводили и расстреливали, да? Именно поэтому украинцев морили голодом, а не просто расстреливали. Потому что нельзя было обвинить себя в геноциде, потому что это очень тяжкое преступление. И немцы прекрасно знают, какие последствия этому происходят, да, в юридическом плане этого. И не все горели желанием обвинять Советский Союз, да, в геноциде чеченцев и ингушей. Поэтому это проглотили.
И вот тогда Берия сказал, что депортация чеченцев и ингушей это внутреннее дело России. И Европа согласилась. В 1994 году, когда Дудаев сказал, что если сегодня вы называете внутренним делом то, что творится в Чечне, геноцид в Чечне, повторный геноцид в Чечне, то Европа станет внутренним делом. Теперь мы видим, Европа стала внутренним делом. Как бы это ни было печально, как бы это ни было плохо, Европа стала внутренним делом России. А в Австрии мы видим, пришли правые, которые не брезгуют брать у русских денег. Мы знаем, что подруга Жириновского Ли Пен проходит в парламент, занимает хорошие голоса. Именно из нас, именно мы, в первую очередь, чеченцы, из которых сделали пугало и пугают, скажем так, слишком уж расслабившееся европейское население, совершаются террористические акты. Ядерный террористический акт совершен на улицах Лондона, где погиб Александр Литвиненко и пострадало огромное количество людей от ядерного теракта. Было применено химическое оружие или химическое, да, новичок был применен против Скрипалей. Тоже является, да, особо опасным, общественно опасным способом, да, попытка убийства была, частью Скрипалей выжили. Я могу со всей уверенностью утверждать, что взрыв в бостонском марафоне в Америке тоже дело рук ФСБ и России. Да, я имею на это основание так считать. Жаль, у меня нет доказательств, чтобы, если бы они были бы, обязательно, конечно, бы их надо было бы привлекать к ответственности. Также я считаю, что вмешательство во внутренние дела выборов Соединенных Штатов Америки то же самое было. Поэтому сегодня Европа стала внутренним делом России. И когда мы выйдем на митинг, и мы это заявим, мы должны найти среди немецких политиков, европейских политиков, людей, которые думают, которые понимают, что если не действовать на предупреждение вот этой бандитской, террористической вот этой деятельности путинской России, то это зайдет очень далеко. Да, и Евросоюз может расколоться, и много что может произойти. А если Евросоюз не будет единым, по отдельности он будет слабее Российской Федерации. Поэтому мы должны искать союзников, понимая, что теперь это коснулось и европейцев тоже. Теперь украинцев это коснулось, украинцы стали нашими союзниками. Грузин коснулось, мы с грузинами, в принципе, и так были всегда в хороших отношениях, стали нашими союзниками. Теперь это коснулось европейцев. И мы должны всячески, всеми способами способствовать тому, чтобы открыть глаза многих европейцев, донести до этого, что мы защищаем не только свои права, но и их права тоже. Вот что я хотел бы сказать по поводу Европы, которая уже стала внутренним делом России. Маждада, российский паспорт не имеет вес в Европе, даже сим-карту не дают. Зато за него могут в морду дать. Карл Горвард, в 5 лет в СССР пошел в школу. В первый день увидел плакат «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». И я знал от отца, что Ленин давно подох. Я маленький понял, мне врут. Да. У нас стоял, поднимались когда там на второй этаж в школе, тоже в Грозном, стоял молодой этот Ульянов, да, с книжкой. Ну и все подбегают, там целуют его, там мы по лестнице строем идем, там в начальных классах. Все подбегают и целуют его, там кто-то его обнимет, погладит, там эта статуя стоит. Кучерявый такой, еще не лысый Ленин. И я, тоже наслышан от своих, да, от отца, от дома, антисоветчины наслушал. Я тут ему, не сильно так, не харкнул, а так слегка плюнул ему в лицо.
Ой, что там началось? Училка увидела. Что, ты на нашего Ленина плюнул? На палача, который их же убивал. Это я потом только знал. Я тогда этого не знал. Я не знал им объяснить это все, не умел это объяснить. И вызывали, по-моему, родителей у меня даже по этому поводу. И я, как хороший ученик, я был ну, учился там до принятия пионеров, там, до 4 класса я на отлично учился. Там, может быть, мне парочка четверок было. И всех, как принимали в пионеры, сперва отличников, потом хорошистов, потом троечников. Так вот, меня приняли последнее. В пионеры меня приняли последнее. Это было так обидно. Да, что я даже плакал по этому поводу, что меня не принимают пионеры. Потому что у всех был галстук, а у меня не было. Хотя все отличники, хорошисты уже были приняты, и я там с двоечниками в самом конце. Так, мы, ребята, уже долго говорим, 1:10. Завтра утром вставать, завтра очень много дел, как вы все знаете, завтрашний день праздничный день. И этот праздничный день на самом деле является большим испытанием. Надо проехать по всем родственникам, по всем знакомым, по всем друзьям, всех поздравить, у всех покушать, со всеми посидеть, пообщаться. Поэтому сегодняшний стрим мы сделаем чуть-чуть коротким. Предлагаю на этом закончить. Еще раз всех поздравляю с праздником. Следующий стрим, я так думаю, будет или в среду возобновим, или в пятницу. Но уже в 21:00 по берлинскому времени. Всего хорошего всем желаю. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что задавали вопросы. Мне приятно отвечать на вопросы. Призываю всех объединяться, всех национальностей, всех религий, быть вместе. Вместе мы сила, вместе мы победим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем всего хорошего, до свидания, спокойной ночи.